Участников заседания приветствовал министр внутренних дел Южной Осетии Рислав Мамиев. Он подчеркнул важность укрепления взаимодействия для координации усилий в борьбе с преступностью. Мы должны быть готовы к совместной работе в любых ситуациях, и только объединяя усилия, сможем гарантировать безопасность и правопорядок в наших республиках, заявил министр. Мы все объединены одной целью. Наши граждане должны чувствовать себя в безопасности и спокойно трудиться. Залогом это служит единственно наших народов, которые под руководством наших президентов строят будущее, в котором жить нашим детям. Хочу также поблагодарить Российской Федерации за всестороннюю помощь, которую она оказывает органам МВД Республики Южная Осетия. Начальник Главного управления МВД России по Северокавказскому федеральному округу Сергей Бачурин поприветствовал участников от имени министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева. Бачурин подчеркнул, что укрепление дружеских отношений с Южной Осетией является приоритетным направлением ведомства, и сотрудничество по всем актуальным вопросам будет продолжено. Хочу от имени руководства МВД России, в том числе от себя лично, поблагодарить сотрудников с обеих сторон за работу и вклад, который они вносят для развития двусторонних отношений и обеспечения безопасности на приграничных территориях. В условиях проведения специальной военной операции западные и украинские спецслужбы предпринимают активные попытки по созданию очагов напряженности на южных рубежах Российской Федерации. В этих непростых условиях Министерство внутренних дел Республики Южная Осетия остается одним из важных партнеров МВД России. В рамках рабочей встречи стороны обсудили ключевые вопросы организации взаимодействия подразделений и служб МВД Южной и Северной Осетии. Сергей Бачурин дал высокую оценку реализуемым совместным мероприятиям. Сотрудничество между органами внутренних дел России и Южной Осетии продолжает динамично развиваться и охватывает ключевые направления оперативно-служебной деятельности. Этому в значительной степени способствует реализация ранее принятых на заседании двустороннего комитета решений. Созданные механизмы взаимодействия позволяют профильным подразделениям двух ведомств сообща решать широкий спектр оперативно-служебных задач. Министр внутренних дел по Республике Северная Осетия Алания Демьян Лаптев поблагодарил коллег за содействие в укреплении сотрудничества, которое сегодня в условиях сложной международной обстановки приобретает еще большую значимость. По его словам, с момента подписания соглашения о сотрудничестве удалось выработать эффективный механизм взаимодействия. Благодаря взаимной заинтересованности и принимаемым мерам при содействии совместного информационно-координационного центра нами достигнут новый, более высокий уровень информационного обмена между нашими ведомствами. Актуальными остаются вопросы взаимодействия по линии противодействия незаконному обороту наркотиков, оружием, розыску лиц, скрывшихся от суда и следствия. Безусловно, требует повышенного внимания сфера миграции, экономической деятельности и безопасности дорожного движения. Далее стороны представили доклады о совместной работе. Представители правоохранительных органов обозначили результаты взаимодействия ведомств по противодействию терроризму и экстремизму, обороту наркотических средств и незаконной миграции. Отдельное внимание было уделено работе по пресечению легализации похищенного автотранспорта, а также по розыску лиц, скрывающихся от правоохранительных органов. Проводили скоординированные мероприятия, направленные на установление местонахождения лиц, находящихся в розыске, в том числе пропавших без вести, в отношении которых имелись основания полагать, что они находятся на территории обслуживания сопредельной стороны, а также задержанию лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, и лиц, уклонявшихся от исполнения наказания. Присутствующие рассмотрели вопросы взаимодействия по другим приоритетным направлениям. В частности, в ежедневном режиме правоохранители предпринимают меры профилактического характера по обеспечению безопасности дорожного движения. Вопрос получения полисов ОСАГО для граждан Южной Осетии также на стадии рассмотрения. Такая практика существует везде, на каждом таможенном пункте такая практика существует, что именно на таможенном пункте стоят страховые агенты. Ты заходишь к ним, говоришь, мне нужно на 2 дня, на 3 дня страховку. Вот ты выписываешь, он спокойно берет, спокойно возвращается. Потому что на 2-3 дня это будет стоить рублей 500, а на год это будет стоить 1020, наверное. Это каждому, не всем по карману. Я хотел еще просто попросить, пока мы не решили проблему по этим страховым полисам, чтобы трансками просто не останавливайте юровским, еще по этому страховому. Пока это мы не решим до конца, потому что там люди попадают простые, которые вот, сотрудники ГАИ, у них приказы, они с делом заниматься. Тем более,
Я что-то озвучивал не один раз, что некоторые сотрудники, которые они себя не очень хорошо ведут, они там начинают с ними ругаться, что-то такое тоже нас тоже к нами идут. Участники заседания также отметили, что продолжается работа по реализации указа президента Российской Федерации Владимира Путина, предусматривающего замену водительских прав без сдачи экзаменов и медицинского свидетельствования для жителей Южной Осетии. Пункты обмена документами работают в Схимвале и Владикавказе. По итогам встречи было решено проработать к следующему заседанию 3 ключевых вопроса: организацию выдачи страховых полисов ОСАГО для граждан Южной Осетии, взаимный обмен базами данных между МВД Южной Осетии и Северной Осетии Алании, а также вопрос проведения совместных профилактических мероприятий по противодействию преступности. В завершении встречи министр внутренних дел Южной Осетии Рислав Мамиев наградил ряд представителей МВД Северной Осетии медалями за боевое содружество. В свою очередь, югосинские правоохранители также были награждены почетными грамотами и медалями МВД России. Стелла Бязарова, Азамат Кудзеев, Аида Кочиева, Зарина Таттаева. Информационный выпуск сегодня.